По традиции на плац выносят российский флаг и боевое знамя части. Так здесь отмечает большой праздник – первую годовщину со дня образования Федеральной службы войск Национальной гвардии. 13-летняя история существования полка богата немалыми примерами мужества, отваги, преданности военнослужащих своему отечеству. На этом празднике виновники торжества тоже не в полном составе подразделения. Многие на боевом посту охраняют границу и покой граждан республики. Товарищ полковник, подразделение войск Национальной гвардии во знаменование первой годовщины образования войск Национальной гвардии построено. Руководитель администрации главы Ингушетии зачитал приветственный адрес от Юнусбека Евкурова. Начальнику управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Ингушетия. Уважаемый Виктор Викторович, сердечно поздравляю вас и в вашем лице всех сотрудников войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Ингушетия с профессиональным праздником и первой годовщиной войск Национальной гвардии Российской Федерации. Охрана общественного порядка, обеспечение госбезопасности и режима чрезвычайного положения – это лишь краткий список задач, стоящих перед военнослужащими Нацгвардии. Сотрудникам подразделения дозволяется оцеплять участки местности в целях пресечения беспорядков и применять спецсредства. Отвечая требованиям времени, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин указом номер 157 от 5 апреля 2016 года преобразовал внутренние войска МВД России в войска Национальной гвардии Российской Федерации, которые отныне совместно с органами по контролю за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия, частной охранной деятельностью, вневедомственной охраной, а также подразделениями ОМОН и СОБР входят в структуру Федеральной службы войск Национальной гвардии России. С момента основания части 37-18 личный состав служит на контрактной основе. Большинство здесь жители республики. У многих из них за плечами годы военной службы. Астрахань, Новгород, Самара, сержанты и офицеры практически со всех уголков России. Денис Шмелев в вооруженных силах больше 10 лет. Путь военного начала в артиллерии, а с 2007 года служит в Ингушетии и возглавляет взвод спецназа. Уже намного попроще, чем было там в 2014 году, в 2013, в том же самом 2012 году. Вот. И сейчас задачи как бы поменьше уже выполняем. Служба в спецназе никогда не бывает легкой, это скажу. Ну, делаем работу свою, делаем. И служим, и боевые задачи выполняем, и задачи повседневной деятельности, все выполняем. Главная цель командования части и всего личного состава – охрана общественного порядка и безопасности на территории нашей республики. Чтобы успешно выполнять поставленные задачи, нужна соответствующая подготовка. Даже в такой день старший пулеметчик Сергей Шубин не позволяет себе расслабиться и не забывает об обязанностях военнослужащего. Для нашей роты самое главное, потому что наша рота является боевой, это оружие. Ее состояние, наличие, техническая исправность, поэтому мы регулярно следим за этим, обслуживаем вооружение, какие-то, если есть неполадки, устраняем всегда. Проблем у нас нету. Для этих людей служение Отечеству не простой воинский долг, а призвание. Среди них есть и разведчики, и саперы. За высокие показатели по боевой подготовке, за ратный труд и охрану правопорядка военнослужащим вручают благодарственные письма, грамоты и подарки. Не забывает здесь и тех, кто не дожил до этого дня. Семьям сотрудников, погибших при исполнении, оказывают материальную помощь, а для защитников правопорядка организовали праздничный концерт. Руслан Албгачиев, Рамзан Мержоев, Новости 24.